Для одних она любимая актриса, другие помнят ее как интересную певицу. Кто-то считает, что она самая великолепная ведущая, а кому-то нравятся ее организаторские способности, и поэтому они любят ее как самого талантливого продюсера в Казахстане. А кто-то просто восхищается красивой и стильной женщиной и подражает ей. Но ясно одно, в Казахстане разве что младенцы не знают ее, потому что она звезда первой величины Баян Эсентаева. Встретились не зря, однажды ты и я. Встретились два взгляда, в них любовь жила. Итак, кто она, Баян Эсентаева? Почему ее называют мегазвездой? Почему вот уже столько лет она так популярна? Да и вообще, в качестве кого она себя позиционирует? Интересный вопрос, на самом деле, не думаю, в качестве кого я больше себя позиционирую. Наверное, это абсолютно нормальная реакция творческого человека со здоровыми амбициями. То есть сначала я вообще видела себя артисткой всегда с детства. Да? Мне было все равно, это театр или кино, или телевидение, или сцена. Я не разбирала, просто артистка — это артистка. Да? Поэтому так оно и случилось. Сначала я возомнила себя певицей, да. Честно сказать, это было смешно. Сейчас я понимаю, что певица из меня никакая. И сразу это поняла, в общем-то. Потом попробовала себя в кино, потом попробовала себя на телевидении. Я понимала, что у меня есть потенциал, я никогда не считала себя бездарной, я никогда не считала себя дурой, я никогда не считала себя там тем-то, тем-то, тем-то. Я понимала свои, как сказать, способности, они у меня всегда были с детства. Мне легко удавалось общаться с людьми, выходить на сцену, у меня никогда не было каких-то проблем, комплексов, да, я всегда пела, всегда танцевала. Поэтому ничего удивительного, когда меня там взяли на главную роль в 18 лет, я, честно сказать, не удивилась, потому что я понимала, что это когда-нибудь произойдет в моей жизни. Потом какие-то внешние данные, которые мне всегда помогали, я, естественно, не дура это понимала, я этим пользовалась, да. Ну, естественно, там наличие моих мозгов, которые тоже всегда у меня были. Менің атым Гүлназ. Менің атым Орал. О, Гүлназ! Амансың ба, айналайын. Мотоциклім сынып қалып әрең жеттім. Қалай, амансыңдар ма? Шешең қалай? Келгенің өте жақсы болды. Сені тоқса екі көзіміз төрт болды. И, в общем-то, есть такой момент, когда мне становится очень скучно и сразу. То есть, ну, работаешь как-то, одно дело делаешь, и почему-то быстро все получается. Может, способности природные, может, хватка какая-то, я не знаю. Не могу сказать, что я там где-то долго на одном месте сидела. Ну, за исключением, возможно, новостей, на которых я проработала 7 лет. Но мне это нужно было. Реально я понимала, что работать там журналистом, редактором, это не так просто, и этому надо учиться. И ровно через 7 лет только я поняла, что я наконец-то владею этой профессией. Владею пером, владею микрофоном, научилась задавать вопросы, писать тексты и так далее. Это самая такая долгая моя жизненная линия была в профессии, когда я сама себе сказала: теперь, Баян, ты большая девочка, и теперь у тебя получится твоя первая авторская передача. Я очень адекватно понимала, что прежде чем у тебя не будет базы профессиональной, ты не сможешь быть автором собственных программ. А я к этому шла намеренно, ну, как бы повторять, это 7 лет прошло. Затем и на телевидении у меня как бы все это хорошо складывалось в качестве уже ведущей и автора программ. Очень быстро я стала популярной, узнаваемой. И, ну, там, я не знаю, сколько я там, 2-3 года, и мне стало очень скучно. То есть прямые эфиры постоянно, еще что-то. Я понимала, что как-то тесновато, да, нужно двигаться дальше. Шоу-бизнес стал развиваться очень хорошо, да, ну, уже, наверное, лет 10 как хорошо развивается, появлялись новые группы. И я уже много рассказала о том, что моя родная сестренка просто предложила мне стать продюсером. Для меня это было абсолютно смешно, если честно. Она сказала: давай-ка вот ты продюсером побудь. Я говорю: ну, слушай, только я продюсером теперь не была. Мне так хорошо на телевидении, в общем-то, но скучновато. И когда вот 3-й раз поступило предложение, говорит, есть 3 девчонки, ну, как бы талантливые, да, у тебя получится. Я говорю: Баголь, ее зовут Багам, но все ее называют, я называю ее Баголя. Я говорю: Баголь, ну, слушай, ну, как-то это, ну, какой из меня продюсер? Я не понимала, я даже не знала, что у артиста есть продюсер, представляете? Я никогда как бы в это не вникала, что продюсер — это, оказывается, там главная голова всего, что творится вообще с артистом. Сколько денег-то нужно, я говорю ей. Она говорит: ну, $50 000.
6 лет назад это были огромные деньги. Но они и сейчас не маленькие, да. Но как-то меня никак не испугала эта цифра. Я сказала, окей, давай вот так наспорт. Если в течение 3 дней я найду эти деньги, то я займусь этим. Если не найду, я не буду этим заниматься. Я нашла эти деньги буквально на следующий день. И у меня был первый капитал. Почему-то так получилось, что достаточно грамотно он был вложен. Ну, наверное, уже были жизненные какие-то уже, да, устои, да, и профессия уже была за плечами, и знакомств было много, и в шоу-бизнесе, и вне. И после, там, я не знаю, после 2-недельного проката первого клипа группы Кешью мы стали получать первые заказы уже. Вот. Ну, вот так все гладко, масляно, серьезно было так именно. Набирали репертуар, потом набралась вторая группа, третья, четвертая, уже на заработанные деньги. Мы не стали их покупать себе сапоги, там, туфли, сумочки. Нужно было развивать дальше бизнес. И все заработанные деньги мы вкладывали в студию, да, вот на которой сейчас находитесь, там еще какие-то дела, в какие-то проекты другие, которых на сегодняшний день достаточно. Ну и это, в общем-то, меня тоже не остановило, да, потом мне стало интересен там журнал, например, да, собственно, который как бы до сих пор выходит. Затем стало интересно какие-то телевизионные проекты, потому что телевидение, в общем-то, не уходило навсегда. Сейчас я по аутсорсингу делаю большие какие-то проекты для телевидения, ну и, конечно, кино. И сейчас Баян продюсирует такие музыкальные проекты, как «Кешью», Айгуль Иманбаева, «Инкар», Жанар Дугалова, дуэт «Шайн», телевизионный цикл «Саз Алеме» и конкурс «Казах Аруы». Естественно, были моменты трудные, когда ни один человек, ни два и ни три хотели меня запретить, уволить, чтобы я замолчала, там еще что-то, персона нон грата. Я и это прошла, честно. Но и это для меня не было удивительным, потому что я и к этому была готова, потому что меня никогда не принимали там в школе, учителя меня не любили, девочки со мной не дружили, в институте меня там 3 раза отчисляли, только потому что там были неугодны кому-то мои ресницы, там какие-то журналисты мне говорили, что я недостойна работать на телевидении, что тебе там твой уровень это музыкальная передачка там и так далее. Мне и это говорили, но сейчас, наверное, это нужно было, потому что без злых людей не вырабатывается иммунитет реально. Если бы тогда я сломалась, и я уходила с телевидения навсегда, раза 2-3, но, вы знаете, любовь всей жизни невозможно перечеркнуть, выкинуть. 2 года назад Баян Есентаева представила широкой публике первую часть фильма «Гашик Журек» или «Коктейль для звезды». На главную роль продюсер пригласила популярного певца Мейрамбека Беспаева и участницу группы Кешью Мөлдір Ауэльбекову. Фильм стал самым кассовым в истории нашей страны. Он побил все рекорды в течение 1 недели, оставив позади известные голливудские картины. Мне исполнилось 36 лет. Я проснулась 9 января в тот день в ужасающем настроении и подумала, что у меня все сзади, реально. У всех все спереди, а у меня все сзади получилось. Я взяла свои фотографии какие-то, где я молодая, красивая, возле камер с микрофоном. И подумала, да, это все прошло уже. И в этом состоянии я находилась очень долгое время. То есть у меня не было идей, это самое страшное. Я начинаю заболевать морально, когда у меня нет идей. И вот эта идея вот на этом фоне, на этой депрессии проснулась моментально, в одночасье, в 1 секунду. Я сказала как раз, Багам была рядом, мы ехали домой по трассе, это была зима, и я сказала, я придумала, мы будем снимать кино. На что у нее были вот такие глаза, и говорила, да сколько же уже можно. То есть, работы было много реально, но мне этого было мало, мне было скучно. Мне было неинтересно, потому что она на роликах, на рельсах, там, на колесах, как сказать, я не знаю. Она шла своим чередом, и творческому человеку всегда нужна какая-то подпитка, да, творческая. Вот, и я в эту секунду была абсолютно уверена, что у нас все получится. Абсолютно. Идея пришла сразу, сценарий пришел сразу, герои были сразу утверждены в моей голове. И буквально через полгода эта картина вышла в широкий экран, и в ее успехе я не сомневалась ни на секунду. Я понимала, что вложены такие деньги, они обязательно вернутся. Мало того, на этом можно еще и заработать. Сегодня многие понимают, что для того, чтобы достичь успеха, необходимо иметь характер. Причем какой? А Баян говорят, что она умеет бывать не просто жесткой. Порой некоторые люди отзываются о ней не иначе, как о стерве. Это такой вопрос, который, по-моему, неотъемлем вообще от моего образа.
Я не стану отрицать. Для меня стерва – это абсолютно характер. Это не плохое какое-то слово, ты там плохая, ты злая. Стерва – это характер однозначно. Если бы я, наверное, такая, если бы у меня не было характера однозначно, с которым я родилась, и я, в общем-то, от него иногда страдаю, наверное, ничего бы этого не было, потому что мне всегда приходилось отстаивать свои позиции. Всегда. Они были хорошие, плохие, правильные, неправильные, но я всегда говорила, я так считаю, я так вижу, и я говорю то, что я думаю. Это мой характер. Я это говорила и в 5 лет, когда говорила, не толкайте меня, да, и дайте мне место. Мне было 5 лет. То же самое я говорила там в 1 классе, когда говорила, не кричите на меня, вы не имеете на это права, да. То же самое я говорила и там дальше в моей жизни. То есть это характер, и невозможно приобрести характер так же, как талант или ум, или что-то еще, да. Поэтому, если сейчас характер характеризуется и ассоциируется со словом стервы, то, ну, как, наверное, это так. Наверное, я стерва. Пожалуйста. Баян Есентаева вот уже на протяжении 10 лет возглавляет список самых красивых женщин Казахстана. Причем, по мнению практически всех изданий страны. Они даже говорят как о королеве гламура. Я точно никогда не жалела о том, что я красивая, да, и симпатичная, там, приятная, как хотите называть. Но есть момент того, что я это очень рано поняла. Да? То есть я там в 20 лет начала бороться с морщинами. Зачем, вы не знаете, у меня их не было. Да? Я понимала, что для того, чтобы оставаться красивой, надо трудиться. То есть это тоже не было каким-то учением, мне никто не говорил об этом, что нужно там делать маски для лица, что нужно делать маникюр, там, педикюр, мыть голову, там какие-то маски придумывала из там, майонеза, из сметаны, из кефира. Тогда ничего этого не было, да, приходилось какие-то домашними, там, из зерна какого-то, из пшена я делала маски зачем-то. Говорю себе за это спасибо, мне сегодня 38, да, и я до сих пор продолжаю как бы ухаживать за собой. Это труд определенно, и утром, и вечером. А стиль, понятие, вы знаете, такой растяжимый, он у всех свой, и я никогда там не ходила в какие-то школы стилистов, никогда не брала уроки. Он либо есть у тебя вкус, хотя бы наличие вкуса, да, когда ты чувствуешь цвет, фактуру, идет тебе, не идет, не потому что там Наоми Кэмпбелла ты одела, и на тебя это нужно тут же там надеть. Это не так. Там, будучи, там, я не знаю, в 6 классе я перешивала, мне мама перешивала с папиных брюк юбки, да, того фасона, который я сама себе придумывала. И это смотрелось красиво и модно. Мне всегда было очень важно, как я выгляжу. То есть я понимала, что я такая девочка, и мне нужно в телевизор, а в телевизоре ты не имеешь права появляться, ну, будучи там некрасивой. Когда у меня появилась возможность, наконец-то в моей жизни появилась такая передача, когда я могла ежедневно появляться во весь рост, я этим очень хорошо воспользовалась. Да? Вот тогда у меня такой вот разлет моей души, потому что я не стану скрывать, я люблю красивую одежду, я люблю ее покупать, люблю ее носить. Ну вот тогда у меня был такой пик, когда я могла себе там позволить, потому что я понимала, что каждый пальчик, каждую ниточку будут рассматривать и обсуждать. Я это абсолютно понимала, и я этим пользовалась. А королеву гламура, да вообще не знаю. Я вот, если вы сейчас меня можете назвать гламурной, да я не знаю, я на работу хожу в джинсах да в футболке. И я вам скажу, что, в общем-то, в жизни я абсолютно не крашусь, скажу я вам честно. И хочу быть незамеченной. То есть у меня вот такая кепка, очки, шарф, какая-то куртка. И мне не очень нравится, когда там в магазине на меня начинают смотреть. Да, я тоже покупаю там моющие средства для унитаза, извините. И когда там рассматривают то, что ты покупаешь, как-то не очень, да, поэтому ты вот в этой кепке и как-то быстро-быстро хочешь оттуда там выбежать, потому что, ну, есть момент, да, твоей личной жизни, а ты тоже человек, я тоже ем, я тоже сплю, и мне нужно иногда забежать в магазин и купить там туалетную бумагу, в конце концов, да, но ты даже этого не можешь себе позволить, потому что если ты взял туалетную бумагу, ну, капец вообще, и она у тебя в корзинке, да, так я вообще ее не беру никогда, это вот, ну, вот просто, там, это табу, я ее не покупаю никогда. Многие интересуются личной жизнью Баян. Всем кажется, что это ежедневные тусовки, шопинги, путешествия. Кроме того, они считают, что вокруг нее всегда разные мужчины, причем меняет она их как перчатки. Наверное, самый неинтересный вопрос, потому что у меня абсолютно размеренная личная жизнь. Я уже 17 лет замужем за одним и тем же мужчиной. У меня от него 2 детей, от одного и того же. Я только не понимаю, почему у меня дочки разные получились. Одна светлая, другая темная. Они совершенно не похожи между собой. Как-то так получилось. Просто
Потом я стала узнавать, то есть мне, когда я родила, мне принесли абсолютного русского ребенка, знаете, с голубыми глазами, с белыми волосами. И я позвала врача и сказала: вы меня извините, тоже у меня было кесарево сечение. Я говорю: вы меня извините, пожалуйста, но это не мой ребенок. Говорит: как не ваш ребенок? Я говорю: я не могла родить такого ребенка, это ребенок от русской женщины, я сказала. То есть там была такая ситуация, подбежала, значит, заведующий отделением, говорит: Баян, вы что такое говорите? Я говорю: ну вы что мне из меня, идиотку что ли делать? Я говорю: я же рожала, моя старшая дочь абсолютная девочка, там, с нашими глазами, с нашими волосами, там. И тут передо мной абсолютно европейский ребенок лежит с белоснежной кожей, там, с белоснежными волосами. То есть звоню мужу, и я не знаю, что ему сказать, как вообще, вы понимаете? И я так ему говорю: алло, привет, а ты ребенка-то видел? Он говорит: да, видел. Я говорю: а какая она? Он говорит: беленькая. Я говорю: а, нормально. Нет, реально, вот, ну, ты же ни в чем не виноват, это то же самое, что родить черного ребенка, и ты не поймешь откуда, да? Поэтому потом оказалось, что его мама, которая очень давно умерла, ему было 4 года, его мама, оказывается, была очень-очень светлая. Я вот нашла объяснение. Вот, поэтому с моей частной жизнью все в порядке. Я любимая женщина, которую лелеют, обожают, дарят цветы, конфеты, духи и так далее. Все нормально, абсолютно. С недавних пор музыкальные тусовки бурно обсуждают ситуацию, которая возникла в продюсерской компании Баяны Сентаевой. Поползли слухи, что ее первый и самый успешный проект под названием «Кешью» дал трещину. Группа распалась, и ее покинула даже самая известная участница Мульдер Ауэльбекова. Ситуация сложилась, как в сценарии фильма «Коктейль для звезды». И сразу же у многих возникло подозрение. Неужели это очередной продюсерский ход Баяны Сентаевой? Это я тебе мать. Это я тебя создала! Чтобы мне не мать! Если ты сейчас уйдешь, ты уйдешь навсегда. И запомни это! Конечно, ничего просто так не происходит. Но есть понятие лимит, да? Невозможно девочек, как сказать, невозможно, допустим, быть в составе герлс-бенда, когда тебе 30 лет, да? Невозможно. Надо что-то менять в жизни. Невозможно, когда твой герлс-бенд не меняется 6 лет. Надо что-то менять. Есть понятие свежий ветер, свежее дыхание, в конце концов бизнес. И герлс-бенд – это молодые лица, свежие лица. Есть этот момент. Второй момент там, личного там, непонимания, например. Да? Человек иногда устает тебя понимать, человек иногда устает подчинять каким-то правилам. Да? Просто человек устает. И ты понимаешь, что этот человек уже большой, уже популярный, уже звездный. И он просто устал. А зачем, да, вынуждать человека дальше следовать каким-то правилам? Пожалуйста, я дала свободу. Что они будут делать с этой свободой, покажет время. Второй раз уже совместно с телекомпанией «Лярна» мы проводим республиканский конкурс красоты «Казак Арула». В данный момент вы наблюдаете нас в ночном клубе, там сидит целая комиссия. Все эти девочки хотят быть красавицами, они таковыми являются, но не у всех из них есть шансы, потому что только 20 девушек со всех регионов нашей страны будут представлять свои регионы, достойные, надеюсь. Только одна из девушек станет обладательницей главного приза, станет телеведущей в течение года и наденет, вернее, мы наденем на нее золотую корону. Я вот сейчас не могу пожаловаться на то, что билась головой об стенку, да? Хотя вот если так вот подумать, очень много работы было проделано, и, наверное, это и можно назвать там биться головой об стенку, потому что были двери, которые не открывались, да, в которые даже стучалось, но они не открывались, а сейчас эти двери открываются сами. И это результат как бы многолетней работы. Но и это, в общем-то, меня сейчас уже не влечет, потому что мне кажется, что все еще впереди. Азбука любви вся стара, как мир, сотни лет. Говорят, это люди не зря. Только знаю я, азбука любви у меня.
правильные, неправильные, но я всегда говорила, я так считаю, я так вижу, и я говорю то, что я думаю. Это мой характер. Я это говорила и в 5 лет, когда говорила, не толкайте меня, да, и дайте мне место. Мне было 5 лет. То же самое я говорила там в 1 классе, когда говорила, не кричите на меня, вы не имеете на это права. Да? То же самое я говорила и там дальше в моей жизни. То есть это характер, и невозможно приобрести характер так же, как и талант или ум, или что-то еще. Да? Поэтому если сейчас характер характеризуется, ассоциируется со словом стервой, то, ну, как, наверное, это так. Наверное, я стерва. Пожалуйста. Баян Есентаева вот уже на протяжении 10 лет возглавляет список самых красивых женщин Казахстана. Причем, по мнению практически всех изданий страны. О ней даже говорят как о королеве гламура. Я точно никогда не жалела о том, что я красивая, да, и симпатичная, там, приятная, как хотите называйте. Но есть момент того, что я это очень рано поняла. Да? То есть я там 20 лет начала бороться с морщинами. Зачем, вы не знаете, у меня их не было. Да? Я понимала, что для того, чтобы оставаться красивой, надо трудиться. То есть это тоже не было каким-то учением, мне никто не говорил об этом, что нужно там делать маски для лица, что нужно делать маникюр, там, педикюр, мыть голову, там какие-то маски придумывала из там, майонеза, из сметаны, из кефира. Тогда ничего этого не было, да, приходилось какие-то домашними, там, из зерна какого-то, из пшена я делала маски зачем-то. Говорю себе за это спасибо, мне сегодня 38, да, и я до сих пор продолжаю как бы ухаживать за собой. Это труд определенно, и утром, и вечером. А стиль, понятие, вы знаете, такой растяжимый, он у всех свой, и я никогда там не ходила в какие-то школы стилистов, никогда не брала уроки. Он либо есть у тебя вкус, хотя бы наличие вкуса, да, когда ты чувствуешь цвет, фактуру, идет тебе, не идет, не потому что там Наоми Кэмпбелла ты одела, и на тебя это нужно тут же там надеть. Это не так. Там, будучи, там, я не знаю, в 6 классе я перешивала, мне мама перешивала с папиных брюк юбки, да, того фасона, который я сама себе придумывала. И это смотрелось красиво и модно. Мне всегда было очень важно, как я выгляжу. То есть я понимала, что я такая девочка, и мне нужно в телевизор, а в телевизоре ты не имеешь права появляться, ну, будучи там некрасивой. Когда у меня появилась возможность, наконец-то в моей жизни появилась такая передача, когда я могла ежедневно появляться во весь рост, я этим очень хорошо воспользовалась. Да? Вот тогда у меня такой вот разлет моей души, потому что я не стану скрывать, я люблю красиво. На главную роль продюсер пригласила популярного певца Мейрамбека Беспаева и участницу группы Кешью Мөлдір Ауэльбекову. Фильм стал самым кассовым в истории нашей страны. Он побил все рекорды в течение 1 недели, оставив позади известные голливудские картины. Мне исполнилось 36 лет, и я проснулась 9 января в тот день в ужасающем настроении и подумала, что у меня все сзади, реально. У всех все спереди, а у меня все сзади получилось. Я взяла свои фотографии какие-то, где я молодая, красивая, возле камер с микрофоном, и подумала, да, вот это все прошло уже. И в этом состоянии я находилась очень долгое время, то есть у меня не было идей, это самое страшное. Я начинаю заболевать морально, когда у меня нет идей. И вот эта идея вот на этом фоне, на этой депрессии проснулась моментально, в одночасье, в 1 секунду. Я сказала как раз, Багым была рядом, мы ехали домой по трассе, это была зима, и я сказала, я придумала, мы будем снимать кино. На что у нее были вот такие глаза, и говорила, да сколько же уже можно. То есть, ну, работы было много реально, но мне этого было мало, мне было скучно. Мне было неинтересно, потому что она на роликах, на рельсах, там, на колесах, как сказать, я не знаю. Она шла своим чередом, и творческому человеку всегда нужна какая-то подпитка, да, творческая. Вот, и я в эту секунду была абсолютно уверена, что у нас все получится. Абсолютно. Идея пришла сразу, сценарий пришел сразу, герои были сразу утверждены в моей голове. И буквально через полгода эта картина вышла в широкий экран, и в ее успехе я не сомневалась ни на секунду. Я понимала, что вложены такие деньги, они обязательно вернутся, мало того, на этом можно еще и заработать. Сегодня многие понимают, что для того, чтобы достичь успеха, необходимо иметь характер. Причем какой? А Баян говорят, что она умеет бывать не просто жесткой. Порой некоторые люди отзываются о ней не иначе, как о стерве. Ну, это такой вопрос, который, по-моему, неотъемлем вообще от моего образа. Я не стану отрицать. Для меня стерва – это абсолютно характер. Это не плохое какое-то слово, ты там плохая,
ты злая. Стерва — это характер однозначно. Если бы я, наверное, такая, если бы у меня не было характера однозначно, с которым я родилась, и я, в общем-то, от него иногда страдаю, наверное, ничего бы этого не было, потому что мне всегда приходилось отстаивать свои позиции. Всегда. Они были хорошие, плохие, отличия моих мозгов, которые тоже всегда у меня были. қызығады екен. Әрине қызық. Менің атым Гүлназ. Менің атым Орал. О, Гүлназ! Амансың ба, айналайын. Мотоциклім сынып қалып әрең жеттім. Қалай, амансыңдар ма? Шешең қалай? Келгенің өте жақсы болды. Сене тоқса екі көзіміз төрт болды. И, в общем-то, есть такой момент, когда мне становится очень скучно и сразу. То есть, ну, работаешь как-то, одно дело делаешь, и почему-то быстро все получается. Может, способности природные, может, хватка какая-то, я не знаю. Не могу сказать, что я там где-то долго на одном месте сидела. Ну, за исключением, возможно, новостей, на которых я проработала 7 лет. Но мне это нужно было. Реально, я понимала, что работать там журналистом, редактором — это не так просто, и этому надо учиться. И ровно через 7 лет только я поняла, что я наконец-то владею этой профессией. Владею пером, владею микрофоном, научилась задавать вопросы, писать тексты и так далее. Это самая такая долгая моя жизненная линия была в профессии, когда я сама себе сказала: теперь, Баян, ты большая девочка, и теперь у тебя получится твоя первая авторская передача. Я очень адекватно понимала, что прежде чем у тебя не будет базы профессиональной, ты не сможешь быть автором собственных программ. А я к этому шла намеренно. Ну, как бы повторять, это 7 лет прошло. Затем и на телевидении у меня как бы все это хорошо складывалось в качестве уже ведущей и автора программ. Очень быстро я стала популярной, узнаваемой. И ну, там, я не знаю, сколько я там, 2-3 года, и мне стало очень скучно. То есть прямые эфиры постоянно, еще что-то. Я понимала, что как-то тесновато, да, нужно двигаться дальше. Шоу-бизнес стал развиваться очень хорошо, да, уже, наверное, лет 10 как хорошо развивается, появлялись новые группы. И я уже много рассказала о том, что моя родная сестренка просто предложила мне стать продюсером. Для меня это было абсолютно смешно, если честно. Она сказала: давай-ка вот ты продюсером побудь. Я говорю: ну, слушай, только я продюсером теперь не была. Мне так хорошо на телевидении, в общем-то, но скучновато. И когда вот 3-й раз поступило предложение, говорит: есть 3 девчонки, ну, как бы талантливые, да, у тебя получится. Я говорю: Баголь, ее зовут Багам, но все ее называют, я называю ее Баголя. Я говорю: Баголь, ну, слушай, ну, как-то это, ну, какой из меня продюсер? Я не понимала, я даже не знала, что у артиста есть продюсер, представляете? Я никогда как бы в это не вникала, что продюсер — это, оказывается, там главная голова всего, что творится вообще с артистом. Сколько денег-то нужно, я говорю ей? Она говорит: ну, $50 000. 6 лет назад это были огромные деньги. Но они и сейчас не маленькие, да. Но как-то меня никак не испугала эта цифра. Я сказала: окей. Для одних она любимая актриса, другие помнят ее как интересную певицу. Кто-то считает, что она самая великолепная ведущая, а кому-то нравятся ее организаторские способности, и поэтому они любят ее как самого талантливого продюсера в Казахстане. А кто-то просто восхищается красивой и стильной женщиной и подражает ей. Но ясно одно: в Казахстане разве что младенцы не знают ее, потому что она звезда первой величины Баян Эсентаева. Встретились не зря, однажды ты и я. Встретились 2 взгляда, в них любовь жила. Итак, кто она, Баян Эсентаева? Почему ее называют мегазвездой? Почему вот уже столько лет она так популярна? Да и вообще, в качестве кого она себя позиционирует? Интересный вопрос, на самом деле, не думаю, в качестве кого я больше себя позиционирую. Наверное, это абсолютно нормальная реакция творческого человека со здоровыми амбициями. Сначала я вообще видела себя артисткой всегда с детства, да, мне не было все равно, это театр или кино, или телевидение, или сцена, я не разбирала, просто артистка — это артистка, да. Поэтому так оно и случилось. Сначала я возомнила себя певицей, да. Честно сказать, это было смешно, сейчас я понимаю, что певица из меня никакая, и сразу это поняла, в общем-то. Потом попробовала себя в кино, потом попробовала себя на телевидении. Я понимала, что у меня есть
потенциал, я никогда не считала себя бездарной, я никогда не считала себя дурой, я никогда не считала себя там тем-то, тем-то, тем-то. Я понимала свои, как сказать, способности, они у меня всегда были с детства. Мне легко удавалось общаться с людьми, выходить на сцену, у меня никогда не было каких-то проблем, комплексов, да, я всегда пела, всегда танцевала. Поэтому ничего удивительного, когда меня там взяли на главную роль в 18 лет, я, честно сказать, не удивилась, потому что я понимала, что это когда-нибудь произойдет в моей жизни. Потом какие-то внешние данные, которые мне все помогали, я, естественно, не дура это понимала, я этим пользовалась, да. Ну, естественно, там, давай вот так наспорт, если в течение 3 дней я найду эти деньги, то я займусь этим. Если не найду, я не буду этим заниматься. Я нашла эти деньги буквально на следующий день. И у меня был первый капитал. Почему-то так получилось, что достаточно грамотно он был вложен. Ну, наверное, уже были жизненные какие-то уже, да, устои, да, и профессия уже была за плечами, и знакомств было много, и в шоу-бизнесе, и вне. И после, там, я не знаю, после 2-недельного проката первого клипа группы Кешью мы стали получать первые заказы уже. Вот. Ну, вот так все гладко, масляно, серьезно было так именно. Набирали репертуар, потом набралась 2-я группа, 3-я, 4-я, уже на заработанные деньги. Мы не стали их покупать себе сапоги, там, туфли, сумочки. Нужно было развивать дальше бизнес. И все заработанные деньги мы вкладывали в студию, да, вот на которой сейчас находитесь, там, еще какие-то дела, в какие-то проекты другие, которых на сегодняшний день достаточно. Ну и это, в общем-то, меня тоже не остановило, да, потом мне стал интересен там журнал, например, да, собственный, который как бы до сих пор выходит. Затем стало интересно какие-то телевизионные проекты, потому что телевидение, в общем-то, не уходило навсегда. Сейчас я по аутсорсингу делаю большие какие-то проекты для телевидения, ну и, конечно, кино. И сейчас Баян продюсирует такие музыкальные проекты, как «Кешью», Айгуль Иманбаева, «Инкар», Жанар Дугалова, дуэт «Шайн», телевизионный цикл «Саз Алеме» и конкурс «Казах Аруы». Естественно, были моменты трудные, когда ни один человек, ни 2 и ни 3 хотели меня запретить, уволить, чтобы я замолчала, там еще что-то, персона нон грата. Я и это прошла, честно. Но и это для меня не было удивительным, потому что я и к этому была готова, потому что меня никогда не принимали там в школе, учителя меня не любили, девочки со мной не дружили, в институте меня там 3 раза отчисляли, только потому что там были неугодны кому-то мои ресницы, там какие-то журналисты мне говорили, что я недостойна работать на телевидении, что тебе там твой уровень это музыкальная передачка там и так далее. Мне и это говорили, но сейчас, наверное, это нужно было, потому что без злых людей не вырабатывается иммунитет реально. Если бы тогда я сломалась, и я уходила с телевидения навсегда, раза 2-3. Но, вы знаете, любовь всей жизни невозможно перечеркнуть, выкинуть. 2 года назад Баян Эсентаева представила широкой публике первую часть фильма «Гашик Жюрек» или «Коктейль для звезды».